знания, становитесь лучше и побуждайте новое поколение, молодое поколение не просто сохранять, но и развивать свои духовно-нравственные традиции. А сейчас мне бы хотелось предоставить слово первому заместителю председателя Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателю Духовного управления мусульман Московской области, муфтию Рушан Хазрату Апесову. Дорогие гости, дорогие наши участники сегодняшних торжеств, позвольте искренне поприветствовать вас нашим традиционным братским приветствием. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мира вам, милости и благоденствия Всевышнего. Всевышний сегодня даровал нам прекрасную погоду, и, безусловно, я думаю, это знак. Это знак тому, что мы сегодня сделали доброе и хорошее дело. Открытие нашего долгожданного татарского мусульманского центра, который, как мы уже увидели в этом прекрасном фильме, будет олицетворять добрососедские отношения между представителями разных религий, между разных культур и традиций. И сегодняшнее мероприятие, которое мы посвятили как культурная часть, оно так и называется «Безбергян», мы вместе. Мы вместе живем на протяжении многих лет и столетий на нашей прекрасной земле, российской земле. И мы гордимся тем, что мы всегда жили в добрых взаимоотношениях с представителями разных культур и традиций. И сегодня для нас тоже большая радость. Я думаю, что эту радость разделяют все жители Старой Купавны. И я молю Всевышнего Аллаха, чтобы мы как можно чаще встречались по таким добрым и приятным событиям. Я не хочу занимать много времени. Сегодня очень много добрых, хороших слов было сказано во время открытия нашего центра. И сейчас я думаю, что все пришли послушать наших уважаемых артистов, во главе с заслуженной артисткой России Татарстана Наили Ханум. И сейчас позвольте выполнить небольшую миссию. Мы хотели бы еще отметить тех людей, которые говорили в нашем фильме, и вручить им наши благодарственные письма за то, что они активно принимали участие в деле становления, строительства нашего мусульманского центра. Благодарность выражается Инакаевой Румие Иматьевне за укрепление ислама и духовных ценностей в городе Старая Купавна Московской области. Также благодарность выражается Янакаеву Загидуле Абдуловичу. Благодарность выражается Сагдееву Аскату Ибрагимовичу. Благодарность выражается Уразгильдееву Хусаину Абубекаровичу. Благодарность выражается Мичурину Умяру Жавлетиновичу. Благодарность выражается Сагдеевой Гульстине Рафаиловне.
Аюповой Гульсине Зуфаровне. Благодарность выражается Аюпову Фариду Шарафутдиновичу. Благодарим Рушан Хазрата за его внимание, которое он оказывает всем общинам Московской области. А в продолжение благодарности хотелось бы пригласить Давлекамову Хасану Ахметовичу. Хасану Ахметовичу вручается благодарность. Также благодарность выражается Давлекамовой Наиме Мухамедовне. Благодарность выражается Абубекирову Рафеку Умяровичу. Благодарность выражается Абубекировой Зульфие Рафековне. Я еще раз искренне всех благодарю и молю Всевышнего даровать нам всем мира, благоденствия, спокойствия, чтобы не повторялись те события, которые, к сожалению, нас печалят в последние дни. Это террористические акты. Мы молим Всевышнего, чтобы Всевышний сохранил нас, уберег нас от всех несчастий, недуг. И нашему центру «Добрый путь», как уже Ренат отметил, безусловно, важно, чтобы вы приходили и наполняли его своим вниманием и присутствием, когда этот духовный центр будет играть важную роль. Еще раз всем мира и благоденствия Всевышнего. Спасибо. Спасибо каждому из вас, каждому, кто обращался к Творцу за помощью и поддержкой, кто своими усилиями оказывал поддержку и содействие в том, чтобы это здание стало работать. Каждому из вас, кто ходит, кто ходил и кто будет ходить в этот центр, пусть Всевышний дарует вам сил, здоровья, мудрости, крепкого здоровья и счастья. В продолжении официальной части хотелось бы пригласить на сцену заместителя председателя городского союза пенсионеров Скляренко Людмилу Григорьевну. Поприветствуем. Стоять на этой сцене в этот замечательный день, праздник мусульман нашего города, Старая Куфа. Мы желаем всем гражданам нашего города здоровья, успеха, благополучия в их семьях. И сейчас я хотела бы
на сцену пригласить Ибрагимова Владимира Абдуловича. Большое сердце, у этого человека огромные возможности, у этого человека необыкновенный талант дарить счастье и радость людям. Большое вам спасибо за то, что вы делаете для нашего города, для того, что вы делаете для каждого гражданина нашего города, независимо, маленький, взрослый, человек. Ваши заслуги, конечно, не остаются незамеченными, и это очень-очень приятно. И вот от общественной приемной города Старая Купавна, от главы Ногинского района, от председателя Союза, председателя депутатов Ногинского района Владимира Николаевича Лазарева, от руководителя общественной приемной Анны Емельяновны Теряевой. Мы вас всех поздравляем и вас лично с этим замечательным праздником. И награждает Владимир Абдулович почетной грамотой Управления образования администрации Ногинского муниципального района Московской области, депутата Совета депутатов муниципального образования город Старая Купавна Московской области за помощь в воспитании подрастающего поколения, неравнодушное отношение к детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за шефство Ногинской социальной коррекционной школы-интернат, где обучаются дети с ограниченными возможностями в здоровье, начальник управления образования Осоцкого. Но это не все. Этот человек оказывает большое внимание, занимается благотворительностью. И вот сейчас я вам прочитаю и наградят его еще одной грамотой. Эта благодарственная грамота имеет очень большое значение к его сердцу, к его деятельности. Благотворительный фонд помощи детям-сиротам и многодетным семьям имени заслуженного летчика-испытателя СССР, Героя Советского Союза Юрия Александровича Горнаева, «Русская береза», депутату города Старая Купавна Ибрагимову Владимиру Абдуловичу за помощь подопечным детям благотворительного фонда «Русская береза», председатель благотворительного фонда «Русская береза» Оксана Горнаева. И, конечно, не может не обойтись без цветов. Это очень приятно вам. Большое раз спасибо, Зур Ахмед. Служу в Старой Купавне и мусульманской умме. Хочется закончить словами татарского поэта Габдуллы Баева. На русской земле проложили мы след. Мы чистое зеркало прожитых лет. С народом России мы песни певали, есть общее в нашем быту и морали. Одним за другим проходили года,
Мы вместе всегда. Вовеки нельзя нашу дружбу разбить. Нанизаны мы на единую нить. Большое всем спасибо. Спасибо всем мусульманам. Спасибо людям разных национальностей. Да будет мир и благополучие в ваших семьях. Здоровья, удачи и счастья. Спасибо. Спасибо вам за теплые слова. Всего самого доброго. И надеемся, наш вечер принесет вам много приятных эмоций. А я в этом просто уверена. Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, мы уже приступаем непосредственно к нашему торжественному вечеру. И отрадно, что сегодня город Старая Купавна посетила в рамках своего турне. Она наша очень хорошая знакомая, наш друг, не безразличный человек, который всегда поддерживает нас, который всегда принимает участие в наших мероприятиях, который вместе со своими прекрасными коллегами Нуриёйханом, Альфёйханом, Зульфёйханом активно участвует в возрождении национального самобытности, национального самосоздания нашего народа. И сегодня они предстанут перед вами, исполнят свои лучшие песни. Это концертное турне называется «Безбереге». И не случайно, потому что в единстве наша сила. Поэтому, дорогие друзья, дорогие купавицы, заслуженную артистку России и Татарстана, но заслуженная, на самом деле, это все условно. Когда в людях живет любовь к этому человеку, его смело можно назвать народным артистом мира. Найля Фатехова, ее прекрасный, восхитительный ансамбль «Медина». Поприветствую. Sarmancılı, öbürlerge, yokta bir
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады, что сегодня, в такой праздничный день, когда открылся татарский центр и мечеть в Старой Купавне, мы с вами вместе. Пусть нас немного, но мы сила, правильно? Альхамдулилля. И хотим, первую песню мы открыли «Без татарлар», эта песня, все мы ее очень хорошо знаем. А сейчас хотим исполнить песню, которая нам очень близка и дорога, потому что в Подмосковье мы этот тур начали именно из-за того, что растет самосознание, мусульманское, татарское, и открываются мечети. Это очень-очень хорошо и радостно. И песня так и называется «Манара» в честь открытия сегодня в Старой Купавке мечети.
очень приятно. Ассаляму алейкум. И мы бываем, наш ансамбль, коллектив выступает на разных праздниках, и на православных, и на иудейских. И мы очень рады, что мы несем свою мусульманскую культуру, и люди понимают, кто такие мусульмане, вот посредством наших произведений. Одно из произведений, которое называется «Бисмилляхи рахмани рахим», в переводе с арабского это «Во имя Всевышнего, милостивого и милосердного». Это каждый человек любой религии, он начинает любое дело с таких слов, с обращения к Богу. И мы хотим тоже начать с такого произведения «Бисмилляхи рахмани рахим». Я вот отнесу сейчас. Бисмилляхи
который называется «25 имен пророков». Ас-саляту. Спасибо огромное. Я хочу сказать, что наш коллектив объездил очень многие арабские страны, и мы были в Марокко, в Тунисе, в Иордании, в Турции, еще в Иране. И в зал нас принимали послы, потому что говорили, что вы делаете гораздо больше, чем дипломаты, потому что люди, которые живут в мусульманских странах, они видят, что мы обычные женщины, которые выходим от России, вот такие вот мы мусульмане. И сегодня мы вам тоже предлагаем вместе с нами петь, выступаем, говорим, на всех праздниках, и Кобзон Иосиф Давыдович называет нас даже мусульманский хор. Вот, можете поаплодировать. Вот мы представляем такую мусульманскую культуру России. Мусульманских праздников очень много. Ну, надеюсь, на следующих встречах мы с вами исполним песни о всех наших праздниках мусульманских. А сегодня мы хотим исполнить песню о нашем главном празднике Ураза Байрам. Ураза Байрам на стихи Назифы Каримовой. Скоро этот праздник у нас наступает, месяц Рамадан. В мае месяце вместе с вами будем также его праздновать.
которую недавно сочинили. Альхамдулилля. Она такая чисто женская. Вот о нашей судьбе, женской татарской. Альхамдулилля. Спасибо огромное. Громче можно? Вот, как будто у нас полный зал аншлаг. Но мы поем, как вы поняли, не только на татарском, арабском, русском языках, но даже и сочиняем. Недавно прошел конкурс на сочинение песен о Московской области, и мы тоже участвовали в этом конкурсе. Сейчас поем вам песню о Московской области. Ваши аплодисменты на слова Ахиятуллы Кутюшева. А вы нам подпевайте. Раз, слышно? Тебя не мыслим без Москвы, Москву не мыслим без
Ура! Замечательно! Потому что сейчас можно рояль убрать, поскольку на эту сцену мы хотим пригласить замечательный коллектив хореографический детский и нашего ведущего Рената Хазарята. Аплодисменты. Мы пошли Да, дальше можно исполнять. видите, да, мы сейчас нашу программу продолжаем, дорогие друзья. И хоть и Нараханум анонсировал, но тем не менее мне тоже хотелось бы сказать то, что купаются очень гостеприимные люди, очень талантливые люди, очень светлые люди. И подтверждение этому факту сейчас будет прекрасный номер образцового хореографического коллектива под руководством Гильмановой Ларисы Михайловны. Наши юные талантливые ребята исполнят татарский танец «Улыбка». Встречайте, хореографический коллектив «Улыбка».
девушек за такой прекрасный танец, который отображает всю удаль, наверное, всю веселость татарского народа, который, в принципе, судьба в целом складывалась не так просто, но тем не менее духовные силы, оптимизм, сплоченность давали нашему народу силы в самые трудные периоды не просто жить, не просто существовать, но и развиваться. Поэтому давайте еще раз поблагодарим раз мы с вами сказали об улыбках, хотел бы прочесть стихотворение. Я периодически буду вас беспокоить своими стихотворениями, как раз посвященное улыбкам. Стихотворение так и называется «Улыбка». Улыбки у людей бывают разные. Совсем к лицу и вовсе несуразные, несущие надежды и отчаяние. Улыбки при знакомстве, прощания. Еще бывают детские и взрослые, обильные, злорадные и постные, наивные, приятные и едкие, святые. Только эти очень редкие. Встречаются улыбки безразличия. Порой выдавливают их ради приличия. Улыбкам для портрета и для снимка, чтобы счастливее выдалась картинка. Улыбки многоликие, многогранны. Улыбкой лечат и наносят раны. Им свойственны упор и невозбранность. Они печалят и приносят радость. Улыбка может стать эгоистичной, практичной, вдохновенной, прозаичной, натянутой, рожденной сквозь рыдания, униженной и не без сострадания. С улыбками творятся фарс и драмы. Бывают бескорыстные, как у мамы. Улыбок миллион на нашем веке. И все живут в обычном человеке. В продолжение нашего вечера, перед тем, как Найля Ханум и ее прекрасный коллектив вновь продолжат вам дарить свое творчество, я бы также хотел прочесть еще одно стихотворение. Я в Купавну приезжаю часто и признаюсь вам, что когда я здесь провожу пятничные молитвы, иногда, сейчас я редко, практически не провожу, совсем не провожу, меня всегда посещает такая теплота душевная. Я могу даже вам признаться, наверное, из всех тех мест, где я проводил пятничные молитвы, общался с прихожанами, пожалуй, наверное, это самое теплое место, и спасибо вам за это. Так вот, я хотел бы вам признаться, многих из вас я знаю, но признаться я хотел вам в следующем. В своем стихотворении, которое называется «Я вор». Я вор, но я краду не у других, копаясь в их шкафах и тряпках. Я не ищу вещей чужих, пускай я буду весь в заплатках. Не падок я до серебра, и в золоте не вижу цели. Не прячьте вашего добра, передо мной захлопнув двери. Под кожей толстых кошельков мне безразличен шелест денег, и чрево ваших сундуков меня не манит и не греет. Оставьте ложные весы, у жизни есть иная мера, где Бог судья, процесс, часы, а в понятых дела и вера. И зная это наперед, я не спешу на аскиверцам, и без того предъявить счет, учтя и то, что не заметил.
Я вор. Но я ворую жемчуг звезд, алмазы льда, ковры, ковыли. Мне дороги сапфиры слез и золото дорожной пыли. Порой ворую у себя, бывает так, что подчистую, бездарно время проводя, а чаще вовсе и пустую. Ворую часто у родных, лишая должного участия. А сколько раз прошел мой стих свидетелем чужого счастья. Краду заботу у друзей, из прошлого тащу, что было, копаюсь в памяти своей, что больше помню, чем забыла. Ворую молодость жены, меняю совесть на возможность, жизнь больше вижу со спины, а риск сменил на осторожность. На рынке было и еще, где в лавках цепи и короны соседствует собак с мечом, а я не вижу Рубиконы, не вижу к ним дорог и карт, все больше домыслов и сплетен. Почти исчез из виду старт, а вот и финиш уже заметен. Хочу побольше своровать мешки грехов и воз ненастья, чтоб у барыги поменять весь этот ссор на каплю счастья. Украду у вас отчаяние, обиды, муки, тоску в ваш самый трудный час, унылый момент разлуки. Безжалостно порву души, ой, холодности карманы, чтоб вы заплакали в тишине, когда затянутся все раны. Коль нам дана над злостью власть, презрев гордыню, раздоры, давайте вместе будем